Средневековые восточные и западные авторы не раз упоминали о далеком и загадочном государстве, русском каганате и о народе русов, которые были не славянами, а их соседями, владели письменностью, строили города и делали мечи, равные дамасским. Где располагалась эта страна? Есть точка зрения, что следы ведут на Средний Дон. Большинство россиян еще со школы усвоило, что история родной страны начинается с призвания варяга-скандинава Рюрика и создания его потомками Киевской Руси. В последние десятилетия появилось и много сомнительных теорий, рассказывающих о величественной славянской цивилизации, якобы существовавшей многие тысячелетия. Не вдаваясь в крайности, можно отметить, что сегодня и признанные добросовестные исследователи все чаще, пусть и с осторожностью, говорят о том, что русское государство могло существовать и до того, как столицей стал Киев. Но что же оно собой представляло? Был ли на самом деле русский каганат или нет, ответ на этот вопрос так и не найден. Впрочем, многие историки, как отечественные, так и зарубежные, склонны считать, что все-таки это государство в Подонье было. Но просуществовало оно лишь пару-тройку десятилетий, и это косвенно подтверждают скупые археологические находки. Точно выяснить дату образования каганата мешает тот факт, что никаких письменных источников о событиях того времени просто нет. Даже знаменитая повесть временных лет была создана лишь в XII веке. Да, до нее существовал подобный учебник истории, написанный в конце X века, но до наших дней он не сохранился. Как известно, точкой отсчета истории Руси принято считать IX век, и здесь наиболее ценными выглядят тексты, написанные иностранцами примерно в то время. Так, сохранился документ, в котором франкский епископ Пруденций в 839 году зафиксировал приезд византийских послов от императора Феофила и посланцев от народа, называвшего себя русами, по другой версии, русами. Интересно то, что правитель этих русов упоминается как Каган. Затем, примерно на протяжении еще десятилетия, некий Каган периодически всплывал в западных официальных документах. Причем по записям тех же франков можно судить о том, что византийские императоры прекрасно знакомы с этим таинственным правителем. Упоминали о каганате и восточные географы-путешественники. Но специфика их текстов такова, что по ним невозможно определить хотя бы точную дату тех или иных событий. Дело в том, что арабы, персы и прочие жители Востока любили вставлять в свои очерки предания глубокой старины. Так, для связанности сюжета или красного словца. Поэтому, отталкиваясь от западных материалов, можно сделать вывод, что примерно в 30-40-х годах IX века на территории современных Воронежской, Курской, Белгородской областей и юго-востока Украины существовало некое государство, которое, возможно, было русским каганатом. Вообще, с титулом Кагана не все так просто. Изначально им нарекали исключительно правителя кочевых народов из евразийских степей. При этом Каган – это не просто вождь какого-то народа. Каган – это человек, которому подчинялись вожди, ханы многих племен. По сути, он был повелителем правителей, типа императора. Вот в этом и заключается одна из главных загадок. Известно, что славянские племена вели оседлый образ жизни, они кочевали по степи. Получается, что если у них был некий правитель, которому подчинялись остальные вожди, так почему франки и византийцы именовали его не князем или каким-либо еще титулом, а именно Каганом? Ответа на этот вопрос у историков нет. Ясно одно, что раз послы от русов во главе с Каганом гостили у правителей двух мощных на тот момент держав, значит и Каган представлял собой грозную силу. Ни франки, ни тем более надменные византийцы даже разговаривать не стали бы с посланцами какого-то далекого и дикого племени. Получается, король и император как минимум опасались государства каганата русов, и старались быть в курсе их намерений. В 805 году новоокрещенный Каган Теодор предстал перед императором в Ахине и получил от него во владение область с центром в Саварии, ныне город Сомбатхей в Венгрии, жалкие остатки некогда обширной аварской державы. Его преемники Авраам и Исаак вместе с крещением принимали на себя обязательства франкских вассалов. Одно из последних документальных упоминаний об аварах относится к 822 году, когда их делегаты появились на съезде в Франкфурте. Вероятно, остатки автономии аварских владений ликвидировал император Людовик Благочестивый в 828 году. В 896 году Паннонию заняли венгры и ассимилировали остатки ее прежнего населения. Аварская кровь по-прежнему течет в жилах современных обитателей страны и составляет важную часть их исторического наследия. Как мы видим, последние упоминания об аварском каганате, после его разгрома приходятся на начало IX века. И в то же время мы видим, что уже где-то к концу IX века,
в районе нынешней Западной Украины и юга России, территория нынешних Ростовской, Воронежской и других областей, образовывается государство Русский Каганат. Остатки аварской правящей знати, которая не хотела ассимилироваться и попадать под власть других правителей, потихоньку продвигалась в сторону своей родины на Кавказ, к царям Сарира в Хунзах. В дальнейшем они разделились на две части, одна из которых двинулась на север. В дальнейшем стали именоваться норманами, варягами и свеями балтийские русы и скандинавы. А та часть, которая двигалась на Кавказ, называли себя Русы-Орал, в переводе с аварского вернувшиеся.